Внимание мировой общественности уже несколько недель приковано к событиям в Украине. Десятки погибших, сотни раненых – таковы первые результаты политических волнений. Медиапортал «Осетия ТВ» также следит за развитием событий. Майдан перестал быть делом исключительно внутриукраинским. Переворот больно ударил по всему миру. Дали трещину отношения России с Западом, которые так тяжело выстраивались несколько десятилетий. Дело дошло до того, что у России предложили отобрать членство в ФИФА, соответственно, и право принимать чемпионат мира по футболу в 2018 году. Революция коснулась и российской экономики. Рубль крайне нестабилен. Найти союзников на мировой арене сейчас непросто, однако внутри страны разногласий нет. Политику президента Владимира Путина поддержали все субъекты, в их числе и Северная Осетия. Мы все субъекты Российской Федерации, но мы отвечаем с вами за Северную Осетию. Мы должны продемонстрировать, что в таких вопросах, когда нам нужно было, нам, осетинам, высшее руководство страны без оглядки на это бормотание этих евро-ворон или на их каркаде, они приняли моментальное решение и спасли Южную Осетию. Теперь мы должны, как благодарные жители России, поддержать те решения, которые принимает президент Российской Федерации. Теймураз Мамсуров подчеркнул, жители Северной Осетии имеют право встать на защиту памяти земляков, которые погибли, защищая Украину. Там похоронены 12 героев Великой Отечественной войны. Кроме того, по официальным данным, сейчас в Украине проживает порядка 50 тысяч этнических осетин. С ними поддерживают связь представители диаспор. Киев посещают и представители республиканских властей. Среди них депутат Госдумы Казбек Тайсаев. По его словам, спокойно жить в Киеве сейчас могут лишь сторонники радикалов. Идет полный бандитизм. Все, кто говорит на русском языке, заставляют говорить на украинском. Если человек не знает украинского языка, то у него отбираются деньги, золотые изделия, все, что у него есть. Вплоть до продуктов, если человек идет. Мы стали очевидцами того, как у русской женщины отняли пакет с магазина, нашла, несла продукты питания. У нее забрали продукты питания, деньги. Мы знаем о том, что огромное количество людей находится в больницах, в госпиталях. Да, вы видели, что когда их избивали, они попали, и беркутовцы, и простые люди попали в больницы и в госпиталь. Им никакой помощи там не оказывают. Возле палат сидят представители правого сектора, и они фактически добивают тех людей, которые были в чем-либо замешаны. Сотни людей ежедневно покидают Украину. По данным погранслужбы, только с начала года в Россию приехали почти 700 тысяч человек. За статусом беженца обратились около 80 граждан Украины. Российский паспорт же хотят получить более 1500. По словам независимых экспертов, сейчас жить в Украине небезопасно. Несогласные с новым режимом автоматически вносятся в черный список. Мир облетели кадры из Киева, где революционеры избивают одного из местных коммунистов, Ростислава Василько. Ему на помощь приехали однопартийцы из Северной Осетии Казбек Тайсаев и Чермен Дудаев. Сейчас Ростислав Василько находится в Москве. Его жизни ничего не угрожает. В пятницу я уехал, вечером я уехал в Киев, то есть к семье, к ребенку. А именно в субботу вот такое, что случилось, то, что вы знаете, с 11 часов там фактически был задержан неизвестными лицами, ограблен, побит. В результате там и легкое там пробито, и ребра, и на голове очень много ушибов вот такого плана. И сейчас сотрясение второй ступени. Нахожусь в больнице, как товарищи по партии вынуждены были забрать меня с 17-й больницы города Киева. Первые итоги переворота можно подводить уже сейчас. Сотня погибших и более 1000 раненых. Такова цена украинской евроинтеграции. Крым и Севастополь новым властям не подчиняются и планируют войти в состав России. Референдум назначен на 16 марта. Соответственно, на доходы от туристов госказна рассчитывать не может. Дыра в бюджете с каждым днем все заметнее. Оказывать финансовую поддержку Украине Россия пока не готова. Впрочем, как и Запад. В первую очередь последствия решений Майдана почувствуют на себе простые граждане Украины.
Украины. Пенсии сократят вдвое, а в аптеках льготникам уже не выдают лекарства. Политику жесткой экономии население, скорее всего, не одобрит. И тогда новому руководству придется оказаться в шкуре правительства Януковича, когда с одной стороны ты, а с другой разъяренная толпа. Итог этого противостояния не сможет предсказать уже никто.